друзья, давненько ничего не записывал. Сегодня познавательное видео. В общем, имеем две помпы. Две контрактные помпы. В одной 200 тысяч пробега, но не столь важно. Второй там 60 с копейками. Контрактный. В общем, уже снял вот эту вот саму. Теперь здесь крутим. Имеется такой гул такой какой-то, как будто что-то задевает. А здесь легко крутится. Никакого гула нету. Теперь посмотрим, почему этот гул образуется, ребят. Вот. Итак, посмотрим. Снимаем. Специально я здесь снял такое уплотнительное колечко. В общем, включил фонарик. Буду увеличивать. Посмотрим. Самое главное, вот эта помпа, да, это настоящая Айсин. У нее есть серийный номер. Вот у нее даже тут штрих-код есть. Айсин, Toyota. Видите, Toyota Айсин имеет, оригинальная. Потроха оригинальная. Туда лазить, в принципе, потроха незачем. Итак, снимаем эту ротор. Ошибка. Сейчас я покажу, какая ошибка. В общем, выдергиваем, силой выходит. Теперь смотрим. Видите, какие моменты? Подкусывание происходит из-за... Вот у меня сейчас чуть-чуть ноготь есть. Вот. Если посмотреть вашу помпу, допустим, просто снять помпу, посмотреть. Если есть вот такие... Вот я вот пальцем, видите, задеваю. Ногти у меня рабочие, так что не это самое, не маникюрные. Вот видите, по какое-то почернение есть. Вот еще полосочка какая-то, почернение. Угу. Вот еще полосочка, какое-то почернение. В общем, ошибка. П какая-то там, вот сейчас я сюда прикреплю. Именно называется прохват. Прохват вот из-за этих моментов. Видите, какой она имеет. Он как бы не совсем круглый получается. Вот видите, вот чуть-чуть есть вот такая вот типа впадинки. И так, казалось бы, такой небольшой прохват, да, уже ошибку видит. Но здесь на этой на самом деле не показывала ошибку, но уже еще чуть-чуть и стала бы показывать. В общем, самое главное, чтобы в помпе не было вот на этом валу выработки. Вот я сейчас пальцометром пройдусь. В принципе, так. Чуть-чуть видно то, что... Нет, выработки нету ни на пластике. Пластик пальцем вот я прохожу. Видите, все чистенько, зеркало, так скажем. Есть, косяка нету. Самое главное, это вот этот корпус и шпиндель, чтобы не был... поврежден, потому что бывает, если долго ездят, шпиндель выработается. Ну и все. Но в принципе на токарке тоже можно. У нас есть мастера, которые могут на токарке выточить такой же шпиндель, если уж прям, как сказать, не найдете, потому что они стоят около 17 тысяч контрактные помпы, именно с зеркалом внутри хорошим. Вот эта фигнюшка стоит, в Алиэкспрессе может стоить там 1700, там 2. Пока доставка, пока то все, можно здесь у нас найти уже за 1000, за 4, 3,5, в зависимости от жадности. Я сейчас тоже буду продавать не меньше 4000, поэтому пусть они у меня лежат. Вот, если хотите здесь и сейчас, покупайте. Я вот тут вот заметил, смотрите, вот циферка 5 есть. Сейчас сравним с вторым. Так, здесь у нас контрактная помпа. Видите, какой-то момент есть такой. Угу. Здесь больше пробега. Но главное не сколько тут пробег, сколько нету выработки. Это первое, да? Вот. Такая помпочка. Буду ее тоже как бы выставлять, наверное, на местные сайты по продажам. Хотя, кому если надо будет, в принципе, договоримся, я думаю.
Так как я могу сейчас поставить и также заказать, в принципе, контрактную. Пусть она идет контрактная. Главное, чтобы вот здесь выработки не было. Можете тоже заказывать. В принципе, есть еще китайские. 1007, может быть 10 стоят китайские. У которых серийники. И вот эта осин стерта. Серийники стерты, чтобы, ну, чтобы не было каких-то, может быть, вопросов там. Не знаю, зачем они это делают, фрезеруют. Итак, другой легко крутится сразу. Вот я вот ее кручу. Вот такие тык-тык-тык, как ступеньки есть. Так, надо выключить ютубчик пока. Ютубчик вырубим пока. Пусть тишина будет. Вот. Здесь кручу. Ничего нету. Никаких проблем. Так, сейчас я вот, наверное, все-таки здесь зубной феей пройдусь-ка, пожалуй. Где моя зубная фея? Вот, зубной феей пройдемся здесь. Почистим. Так, зубной феей почистил. Все, здесь никаких нету каких-то закусываний и так далее. Выну сейчас, но одной рукой, без вариантов надо. Она как бы тяжело так достается, ребят. Электромагнит. Так, секунду буквально. Сейчас я попробую все-таки одной рукой это достать. Всегда... Нет. Нужно две руки. Либо вот так зажать между коленок. И выдернуть. Так, теперь сравниваем с поврежденным. Видите, тут какие полоски. Этот ротор оригинальный. Здесь у нас внутри тоже чистенько все. Зеркало. Угу, зеркало есть. Какой-то налет, видимо, от тосола, видимо, долго лежало. И какой-то вот такой налет от антифриза. Тоже шпиндель нормальный. Нет, по крайней мере, пальцем я не наблюдаю здесь ничего. Пальцометр ногтем ничего не зацепляется. Все гладенько. Так, здесь такой же ротор. Это называется ротор помпы, либо крыльчатка помпы. Но пишут, что ротор. Я тоже считаю, что это ротор. Смотрим. Что у нас? Смотрим здесь. А тут почему-то циферка 7 стоит. Там 5 стояло. Да, тут 5 стоит. А тут 7. В чем прикол? Я не знаю, но здесь нету, видите, полосок никаких. Сейчас я увеличу еще. Жить. Глянем. Пластик. Пластик нормальный. В общем, изнашивается вот эта штучка. Если увидели вот такие царапинки, вот такие-то, видите, они между собой примагнитились. Если видите вот такие царапинки, здесь царапинки нету. Здесь есть. И вот за этих царапинок такой звук получается в районе помпы. Итак, вердикт такой, ребята. 200 тысяч километров надо залезть, посмотреть по-любому. Ротор, если имеет вот такие штучки, то рано или поздно у вас будет прохваты и потрескается. У меня, да, кстати, у меня даже есть одна. У меня есть вот что происходит, когда именно ошибка влазит. Вот. Сейчас, секундочку. Вот так происходит, когда именно ошибка вот эта П какая-то 200, сколько-то там лазит. Вот так расширяется. Видите? И реально начинает закусывать прям по тяжелой. Так, тут что за циферка? Тут 9 или что это? Или 6? Нет, цифра 9, по-моему. Или 6. Что она обозначает, ребят, я не знаю, если честно. Что за фигня? Ну вот так вот она лопается. И все. И тогда уже точно выходит ошибка по помпе двигателя. Ну, она, в принципе, недорого стоит эта штука. Поменять.
Иногда бывает помпу сложновато снять, но все равно надо туда подлазить, короче, руки морать. В общем, дело такое не совсем приятно. Итак, ну вот примерно вот такое видео, ребятки. Будете знать, если у вас ошибка по помпе, то скорее всего вот такая штука. Если долго будете ездить вот с такой штукой, выработает нафиг вот здесь все, вплоть до вала. Я видел уже с валом разгрызанным, такой тонкий, короче, сожрало. Все биение было, человеку надо было ехать, ехал вот на такой помпе. Потом она пошла, как говорится, по одному месту. Я расхерачила всю помпу, и пришлось ему полностью помпу покупать. Но помпу покупать это другие бабки, это где-то около 20 тысяч. Ну, 17 там, как правило. Но раньше было 17, сейчас не знаю. Курс доллара и все такое прочее. Если вы хотите китайское, конечно, подешевле. Оригинал вот такой вот. В принципе, можно контрактную купить, главное, чтобы внутри не было выработки. Вот. И поставить китайский ротор. Это не китайский ротор. У меня, кстати, сейчас в наличии нет китайских роторов, так бы я бы показал, чем они отличаются. Ну, в принципе, они особо ничем не отличаются. Знаешь, что они ходят, ну, 1100 ходят, в принципе. Поставил 100 тысяч, катаешься километров, потом можешь через где-то 100 тысяч еще заглянуть, посмотреть состояние. Вот, как-то так. Ладно, ребят, подписывайтесь на мой YouTube канал. Вот. Что у меня здесь? Почему фокус-то? Куда фокус потерялся? Ё-моё. Че, куда фокус потерялся? Эй. Так, фокус потерялся. Но сейчас, поковыряясь вот с батареечкой, собираю подкидыши. Батарейки, которые не будут ошибки показывать. Чтобы, если у человека там прям нету денег, могу предложить вот такую батарейку, которую будет он там ездить, периодически ошибку там скидывать. Ну, периодически. Но не факт, конечно, что будет скидывать. Главное ехать, пока нету денег на контрактную, короче, батарейку. В общем, как-то так. Сейчас я вот фоточку вот такую сделаю. Вот такую фоточку сделаю на заглавку. Разговор о помпах считаю закрытым. Ну, повторять по 10 раз одно и то же. Смысл. Лобатов, ребята, всем пока. До новых встреч. Катайтесь, не ломайтесь.